Я приеду скоро, очень скоро. Лишь ноябрь закружит белым пухом, позабыв слова простые, на мгновение застынув в голубых глазах твоих слезинки. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. Это ничего, что за 2 года я шептал, как клятву, твое имя. Я приеду скоро, очень скоро. Лишь ноябрь закружит белым пухом, позабыв слова простые, на мгновение застыну в голубых глазах твоих слезинки. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. Прости меня, что я порою заставлял грустить тебя, родная. Только здесь однажды вдруг я понял, ты одна, как жизнь святая. Я приеду скоро, очень скоро. Лишь ноябрь закружит белым пухом, позабыв слова простые, на мгновение застыну в голубых глазах твоих слезинки. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. Майский ветер игриво листву колыхнет, ветви нежной сирени качая. По традиции день погранвойск каждый год мы в зеленых фуражках встречаем. Наши ратные будни, огонь и вода, полигон, наше поле чудес. Пограничным спецназом мы стали тогда, если коротко, ВПБС. От казахских степей до памирских широт, где рукою подать до небес, неприступным вершинам афганских высот поднимался наш ВПБС. Горных троп серпантин, камнепады и снег, на опасных крутых перевалах неподъемный БК и цена за успех никому не покажется малой. Бог соленый со лба попадал на глаза, тяжкий груз не щадил наших спин. Только воля к победе сильнее была крутизны непокорных вершин. От казахских степей до памирских широт, где рукою
вершинам афганских высот поднимался наш ВПС. Пролетели года, не жалея себя, шли всегда до конца. Сколько можно, потом сколько нужно. С той военной поры пролетели года, но батюшский задор не исчез. Пограничная юность в душе навсегда, наша служба и ВПС. От казахских степей до памирских широт, и рукою подать до небес. Неприступным вершинам афганских высот поднимался наш ВПС. От казахских степей до памирских широт, и рукою подать до небес. Неприступным вершинам афганских высот поднимался наш ВПС. Поднимался наш ВПС. Поднимался наш ВПС. Я немножко задумался, и, наверное, я уже немножко перегрелся. И поэтому я... Да, немножко второй куплет не с тех слов начал. Звенит тишиной, ну давай, наливай старшина. С Новым годом, бача, да за то, что вернулся живым. После первой, вторую накат, если верить разведке полка. Только завтра к утру нас потрогают духи злые. А новогодняя ночь на дворе, боевым операциям крест. Я сегодня раскис, не хочу над душою победы. Если верить разведке полка, кто что дремлет, Аллах в облаках. Уважаемые пограничники, позвольте начать работу нашей конференции. Вначале хочу вас всех поблагодарить за то, что вы в такой недельный день нашли время и возможность приехать на нашу конференцию, и поздравить вас с Днем чекиста. Пожелать вам всем крепкого здоровья и, как настоящим чекистам, всегда иметь горячее сердце, холодную голову и чистые руки. Поздравляю всех! Значит, на данный момент зарегистрировалось у нас 44 члена нашей организации пограничного братства. Всего у нас в организации по Чувашской республике 232 пограничника, члена организации. Значит, зарегистрировалось 44, еще 6 человек у нас на подъезде. Так что, в принципе, там у них небольшое ДТП случилось. Я предлагаю нашу конференцию открыть. И среди нас, значит, есть почетные гости нашей конференции, я их оглашу. Значит, на нашей конференции присутствует Тюрин Александр Олегович, заместитель начальника поста пограничного контроля Чебоксарский аэропорт. Кошкин Владимир Петрович, член Совета ветеранов ФСБ УФСБ России по Чувашской республике. Миронов Сергей Егорович, майор пограничных войск, член Совета ветеранов
УФСБ России, Чувашской Республики. Михайлов Викторин Михайлович, ветеран-пограничник, село Чебаков Ядерского района, Чувашской Республики, 83 года. Ветеран-пограничник. Соловьев Григорий Иосифович, член Совета ветеранов пограничник, афганец. Для ведения нашей конференции, значит, я от правления предлагаю избрать рабочий президиум. Если и от правления, значит, предложение такое: президиум нашей конференции избрать Светлана Егора Михайловича, представителя Шубершинского отделения пограничного братства, Озеркова Виталия Семеновича, представителя Шубергинского отделения пограничного братства, Кокарева Николая Алексеевича, заместитель представителя Канадского отделения пограничного братства, Филиппова Геннадия Николаевича, заместитель представителя Комсомольского отделения пограничного братства, Никитина Олега Леонидовича, члена Курнавского отделения пограничного братства. Значит, если есть какие-то другие предложения по президиуму, прошу. Если нет, то я предлагаю голосовать списочно. Кто за то, чтобы оглашенные пограничники вошли в состав президиума, прошу голосовать. И дальше, значит, тоже предлагаем председателем избрать Озеркова Виталия Семеновича, а секретарем Кокарева Николая Алексеевича. Возражения есть? Президиум, прошу занять места и дальше по, значит, протоколу. Теперь слово на внос нашего знамени пограничного братства представляется нашему председателю Анатолию Борисовичу. С вами Чувашский братство общественной организации пограничного братства «Вести». Так, уважаемые товарищи, сюда ближе, пожалуйста. Я перед началом нашей конференции попросил бы, значит, приглушить мобильный телефон или вообще отключить, потому что я всегда замечаю, они нам мешают плодотворно работать. Я вас очень попрошу, пожалуйста, сделайте это. Спасибо.
Так, значит, на рассмотрение нашей конференции у нас сегодня 3 вопроса. Следующей повестки дня. Это подведение итогов за 2016 год, обсуждение мероприятий на 2017 год и 3-й вопрос разные. Есть ли замечания по повестке дня? Нет, принимается, значит, единогласно. Значит, предлагается следующий регламент нашей работы. Значит, докладчик Анатолий Борисович, сколько вы просите? Так, 15 минут даем? Даем, да? Согласен? Значит, выступающим до 5 минут. И для справок до 3 минут. Согласимся, договоримся вот так, да? Кто за данный регламент работы, прошу проголосовать. Опустите, спасибо. Ну и договоримся сразу, что конференция завершится в течение 2 часов сегодня. В течение 2 часов конференции. Я думаю, что управимся. Ну, если, значит, будут у кого какие замечания или есть желающие выступить, просим, значит, или устно, письменно сюда придите, пожалуйста, чтобы у нас не было там потом. Сюда можно передавать. Тогда, значит, слово предоставляется председателю Чувашской республиканской общественной организации пограничников «Пограничное братство» Шорникову Анатолию Борисовичу. Пожалуйста, Анатолий Борисович. Добрый день, уважаемые ветераны-пограничники, гости приглашенные, афганцы. От Чувашской республиканской общественной организации приветствую вас за то, что вы приехали сегодня на нашу конференцию. Отрадно, что на нашей сегодняшней конференции участвует из 14 районных наших отделений. И свое слово хочу начать с того, что членами нашей общественной организации пограничного государства является на сегодняшний день 232 пограничника. Из них Аликовское отделение 7 человек, Батырское отделение 26 человек, Бурнатское отделение 4 пограничника, Канарское отделение 5 пограничников, Красноармейское отделение 4 пограничника, Красночитайское отделение 23 пограничника, они сейчас подъедут. Комсомольское отделение 12 человек, Новочеркасское отделение 1 пограничник, Шемуршинское отделение 28 пограничников, Шубринское отделение 13 пограничников, Чебоксарское отделение 24 пограничника, Чебоксарское районное отделение 2 пограничника, Чивильское отделение 10 пограничников, Ядринское отделение 33 пограничника, Ячикское отделение 12 пограничников и Брестское отделение 16 пограничников, пост пограничного контроля 2 пограничника. В этом году вступили в наши ряды 34 члена нашей организации. В этом году наша общественная организация, как вы знаете, у нас есть свой сайт «Пограничное братство». Мы в этом году по мероприятиям провели план мероприятий нашей СНКО было 34 мероприятия, из них мы провели все. Вот. Основными считаются у нас основные традиционные, когда мы каждый год это мы проводим. Ну там у нас основная работа нашей организации, цель патриотическое воспитание подрастающего поколения, то есть проводим уроки мужества. Вот у нас читатели прибыли, пограничники. Заходите, потом записаться вам надо. Или, Алексей, уже записались они? 6 человек должны подойти было. Наша цель, наша общественная организация – патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также поддержка наших пограничных традиций. Также мы открываем, устанавливаем памятно-пограничные столбы. В этом году мы, наша общественная организация, в 5 местах открыли памятники. Важнейшим является открытие обновленного памятника. То есть наша общественная организация провела в 2013-2014 годах автопробег по местам захоронения наших пограничников.
местам погибших пограничников у нас 11 пограничников, не 9, как мы всегда говорим. По архивным данным КГБ СССР, 11 пограничников Чувашии, которые погибли в Афганистане. В честь них, а так у нас 14, в честь них мы проводили 2 года подряд. И в 2014 году мы увидели, что памятник Григорию Антонову был вообще, как говорится, составился памятник, вообще развалиться начал. Поэтому в этом году благодаря шумильским пограничникам во главе председателя Лазарякова Виталия Семеновича и пограничникам-ветеранам, а также население села Полярная Звезда, они обновили в этом году этот памятник. Это мероприятие у нас на нашем сайте есть, телевидение тоже там сняло это мероприятие. А также мы Язовское отделение, благодаря вот этому 80-летнему ветерану-пограничнику, он, конечно, плохо слышит, Михайлова Виталия Михайловича, в селе Чебаков Язовского района 27 мая открыли памятник в селе Чебакова, а также в селе Полярная Звезда Антону Григорьеву. А также 28-го мы открыли с утра Чебоксар аэропорт, знаете, наверное, да? Открыли. А также мы открыли благодаря активным пограничникам деревни Вотланы Комсомольского района, Киргизова Леонида Александровича, а также заместитель председателя Филиппа Геннадия Николаевича. С этой деревни 22 пограничника служили на границе. Они открыли в этой маленькой деревне памятник пограничникам. Вот. А также хороший памятник мы открыли 28 мая благодаря председателю сельского отделения Данилова Александра Гавриловича, а также ветеранов пограничников города Сибирского района. В день пограничника мы в аэропорту с утра, а потом мы тут день пограничника в Лагерском лесу, а потом мы поехали в час дня в Сибирске открывать самый хороший скованного металла, так говорит Алексей Гаврилович. Самый хороший, тоже хороший памятник, в аллее Славы, он называется, этот. Летом еще мы открыли баннер, там «Долгий честь» называется. Вот. А также у нас сегодня в этом году в наши ряды из 3 отделений к нам присоединились. Это Чебоксарского отделения, Чебоксарского района. Пограничники у них там пока 2, только они сейчас собираются уже. А также прямо недавно и Брестники пограничники, они там когда точно я не помню, когда у нас была закладка камня? 11 ноября, да? 11 ноября в Ибресях была закладка камня в аллее Славы, где 27 мая, как мы договорились, так ведь? Будем 27 мая, боевой расчет. Вот так говорили, 27-го мы все будем собираться, а 28-го, потому что мы не сможем все собираться. Мы здесь в Чебоксарах будем все у себя, будут сибирские будут, вот, 28-го мы не можем собираться. Поэтому мы 27-го или 29-го. Поэтому и Комсомольском районе мы открыли 29-го. Другой день мы открыли в селе Вотланы Комсомольского района. Поэтому вот на будущий год мы запланировали сибирским отделением, Чебоксарское отделение, а также сейчас у нас полецкие пограничники, он десятков Олег должен был сегодня подъехать, не получилось, наверное, а также Салатарев Уткин Михаил, он должен держать с нами связь, алатовские пограничники, они тоже сейчас пограничный столб уже заказали, да, Олег Николаевич? Уткин Михаил пограничный столб уже увез вроде. Игорь, Уткин Игорь, да, Уткин Игорь, Салатарев. Вот, так что у нас... А также мы проводим очень много мероприятий. Эти мероприятия у нас на нашем сайте, то также дублируются они на сайте «Юный текст» по патриотическому воспитанию подрастающего поколения от Министерства образования Чувашской республики, город Чебоксар. Вот. Запланировали 34 мероприятия, провели, гораздо больше. Мы провели 63 мероприятия. 63 мероприятия.
Сами по сети мероприятия, сейчас Альбовские опаздывают, что-то не берут телефон. Они сказали, перед последнее мероприятие наше в этом году будет 24 декабря. 24 декабря посвящение или там как организация отряда юных друзей пограничников Чувашско-Сормовской школы в Альбовском районе. Мы там были, мы там поддерживаем с этими школами, со всеми школами мы поддерживаем связь, много проводим мероприятий, и районное отделение тоже. Вот 24 декабря принимать будем, создавать будем отряд юных друзей пограничников от пограничного братства. Мы их будем курировать 24 декабря. Будет делегация Чувашско-Сормовской школы. И там руководителем является также Громов Владимир Валентинович, ветеран, пограничник, дальневосточник. Конечно, тут очень много можно сказать. Мероприятие у нас важнейшим является, конечно, я уже говорил, патриотическое воспитание молодежи. У нас прошу уделить районному отделению активное участие принять в месячнике по патриотическому воспитанию, а также оборонно-массовой работе. Он начинается, это месячник, с 20 января по 23 февраля, ко дню защитника Отечества, каждый год проводится. Поэтому районному отделению пограничного братства всем хочу принять активное участие в этом месячнике, то есть со школами, в школах проводить патриотические воспитания, уроки мужества. А также у нас соревнования по стрельбе, там у нас каждый год мы проводим, а также мы третий год проводим викторину среди чебоксарских, среди школьников Чебоксарского района, Толиковской школе, история России, полный привод, 14, там со школьником был, Доликовский СОЖ, МБО, Азлашская СОЖ. Это все у нас на сайте есть. Также мы в этом году музей, зал открыли в городе Ядрине. Мы там помогли экспонаты тоже туда от пограничного отправления, от чебоксарских пограничников отправили. Важнейшим, это очень хорошо. Правда, у нас отрадно, что 100 лет скоро будет пограничным войскам. Но у нас в Чебоксар не было до прошлогоднего, до 2015 года никакого памятника, даже пограничного знака. Благодаря нам, ветеранам, мы сами так усиленно так постарались. Поэтому в 2015 году мы в году пограничника в Лакейском лесу, а также в парке Победы, где вечный огонь, где на этом месте будет у нас, мы должны, пограничники сообща, об этом будет выступление у нас, должны установить памятник пограничникам, монумент всем пограничникам Чувашии. На место уже определено, согласовано с администрацией города Чебоксар. На этом месте стоит наш пограничный знак, кто там был, уже знает. Вот, пограничный поставил, вы помните, да? Мы после открытия того дня пограничника мы там посвятили это место, увеличили огня в этом году, возложение было, и мы успели все по плану, это все есть на нашем сайте. Вот, поэтому у нас хотя бы пока сейчас пограничные знаки у нас есть. Вот, нам постараться вот этот монумент или памятник, как-то это надо определиться. Приглашаем всем пограничникам принять участие в установке этого памятника. А также мы участвуем с другими мероприятиями, с другими организациями, мы проводим мероприятия, допустим, с ветеранами, Союз ветеранов Афганистана, вместе проводим. У нас хорошая команда, волейбольная команда есть, во главе заместитель, я уже говорю, хочу сказать, Олег Петрович Аванского у нас мы создали, благодаря ему спортивную нашу команду волейбольную, участвуем, директор школы села Либука и Пресненского района Скворцов Федор Константинович 16 лет проводит турнир памяти нашего второго героя России, Леонида Сергеевича Константинова. 16 лет проводит турнир по волейболу. Мы третий год участвуем, 2 года. В прошлом году мы заняли 2-е место, в этом году 1-е место.
Не, подожди, в прошлом году мы тоже первое место, второе место заняли, в этом году первое. А подожди, в прошлом году второе, в прошлом году первое, в этом году тоже первое место. В прошлом году мы выиграли Кубок чемпионов, в этом году тоже мы выиграли первое место Кубки. У нас есть, мы хотели бы создать помещение, найти, создать наш зал, комнату, как-то вот. У нас пока вот трудновато. У нас, конечно, День пограничника тоже, у нас много ветеранов пограничников, сильных, влиятельных, и пограничников тоже, руководителей. Но почему-то организация Дня пограничника третий год берет на себя пограничное братство. Вы, наверное, видите. Почему? Потому что никому не надо, и организация города, и всем кому-то ничего не надо. Приходится нам это все проводить. Ну да ладно, мы будем проводить, будем держаться. Сколько у нас великий праздник, 100 лет. Вот у нас ветераны-пограничники предлагают, Совет ветеранов предложили вот 2 вида медалей. Нам надо согласовать, 300 рублей стоит медаль. В печатном списке составить, печатно, чтобы вообще не было, 300 рублей. И, может быть, выступят ветераны, Совет ветеранов России по Чувашской республике. Выступите, да, Сергей Георгиевич? Скажите что-нибудь? Знаете, вы в курсе? Я сам лично участвовал на 3-4 раза уже собрание от Совета ветеранов. Вот предложили. Это мы согласуем. Ага, вот. Посмотрите, пожалуйста. Там с той стороны. А с той стороны, там другая сторона. Какую выберите, вот такую надо определиться. Сколько минут у нас есть сейчас? Но у нас вот еще уже? Еще 3 минуты. У нас еще вот такое сделали. Вот. Да, вы уже получили. Хорошо. Ну вот. Что я еще хочу сказать? Уважаемые ветераны пограничника, уважаемые председатели, заместители районных отделений, я вас приглашаю регистрироваться на нашем сайте, и там к вам будут приходить смс или сообщения. Вы все новости, все это, как сказать, будете знать. Это первое. Второе. Уважаемые председатели, как в прошлом году я к вам буду звонить, и план работы будем мы согласовать на 17 год. Будем согласовать. И предлагается такой момент. Летом у нас тяжелая пора. Мы в этом году проводили спортивные соревнования каждый месяц, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Каждый месяц 2 больших мероприятия, турниры. Поэтому предлагается по одному турниру. Надо согласовать районным председателям. Вот. В августе у нас 20 августа Азамат. Это всегда будет, не будем, этот август и июль будет занято. А в начале июля у нас будет 5-й турнир по количеству Чувашии. Это в начале июля. А остальные июнь, сентябрь, октябрь надо согласовать в этих мероприятиях. С районными отделениями. И согласуем и опечатаем, и всем раздадим всем районным отделениям. И моя просьба, еще раз говорю, регистрируйтесь на нашем сайте районным отделением. Там на нашем сайте регистрируйтесь с Москвы, с Находки, с Владивостока, со многих городов. Давайте. Я плохо высоко вырастаю. Также у нас, уважаемые пограничники, слет юных друзей-пограничников в феврале планируется у нас, в этом году 2 раза проводили, тоже согласовать, а также киевские пограничники позвонили, марийские, киевские во главе Александра Иванова, киевских пограничников, у них называется киевский пограничник Киевского области, Пукова называется, а также Сергея Белобородкина, марийских пограничников. Они предлагают провести автопробег по Чебоксары, Йошкар-Ола и Киров 2 дня. Это в конце апреля. Надо определиться. Тут Чебоксары, конечно, могила Константинова, могила первого героя Зисминова, Парк Победы и Йошкар-Ола, Йошкар-Оле там вместе, и потом Киров переночевать, такой план. А также у нас пришло письмо с Москвы. Я вам зачитаю и завершаю свой
свое выступление. Да. Председатель управления пограничного Школьникова Анатолий Борисович, настоящим информирую вас о том, что организационно решением 8-й отчетно-выборной конференции от 16 марта 2016 года наша новая организация Российский союз ветеранов пограничной службы принята в состав Международного совета общественных объединений ветеранов, пенсионеров пограничной службы. Одновременно на заседании вышеуказанной конференции было принято решение пункт 2, в котором говорится о том, что по российским организациям, подавшим заявления и документы о приеме Международный союз общественных объединений ветеранов, пенсионеров пограничной службы передать документы в Президиум Координационного совета Российского совета ветеранов пограничной службы для рассмотрения и принятия решения по существу с приложением списка таковых организаций, в числе которых была и ваша организация. Решением Президиума Координационного совета Российского союза ветеранов пограничной службы ЧРО пограничной прассы была принята. Голосовали за единогласно на заседании Координационного совета согласно нашему уставу. Это высший орган управления перед между конференциями Российского совета ветеранов пограничной службы, запланированного на июнь 2017 года, будет вынесен вопрос об утверждении данного решения. Одновременно сообщаю, что вашим направленцем и координатором по связи назначен генерал-майор Мусякин Геннадий Аркадьевич. Телефон 8 495 628 02 95. Адрес электронной почты и телефон у нас единые. С уважением, админ МС ВПС Пафнутьев Павел Валентинович. Телефон 8 495 628 02 95. Город Москва, станция метро Китай, город Яузский бульвар, дом 17, комната 108. Так что мы, уважаемые ветераны-пограничники, прошлого года держим связь с Москвой, и пришло такое письмо. Нас принимает Международный союз общественных объединений ветеранов пенсионеров пограничной службы или Российский совет ветеранов пограничной службы. Российский совет ветеранов пограничной службы. Спасибо за внимание. Уважаемые делегаты, уважаемые гости, переходим к обсуждению докладов нашего председателя. Пожалуйста, кто желает выступить первым? Первому дается до 6 минут. Как бонус. Пожалуйста. Пожалуйста. Я. Да, пожалуйста. Так, слово предоставляется. Чурина Александру Олеговичу, заместителю начальника поста пограничный контроль Чебоксар аэропорт. Пожалуйста. Здравия желаю, товарищи пограничники, а также все, кто каким-либо образом связан с пограничной службой органов госбезопасности или просто является защитником нашего Отечества. Начиная свое выступление, хочу поздравить всех присутствующих с наступающим праздником, Днем сотрудника органов госбезопасности, и пожелать крепкого здоровья вам и вашим близким, душевного тепла, домашнего уюта и мирного неба над головой. Менялись названия нашего государства, структура и форма правления, но неизменно оставалось всегда одно – гордость людей за воина в зеленой фуражке, который во все времена надежно отстаивал интересы страны, верой и правдой служил родной земле, своему народу. На сегодняшний день подразделение имеет неплохие перспективы стать одним из передовых в отряде пограничного контроля по Волге. Подтверждением тому является нынешнее поколение чебоксарских пограничников, которое противодействует современным угрозам безопасности Российской Федерации и наряду с тем доблестно выполняет задачи по защите и охране государственной границы. Граница державы священна и неприкосновенна, враг не пройдет. В 2016 году подразделение пограничного контроля Чебоксар аэропорт во взаимодействии с Чувашской республиканской общественной организацией пограничников пограничного братства активно проводила работу по
популяризации пограничной службы среди молодого поколения. Были организованы выезды в школы города Чебоксары с проведением профориентационных бесед, поступления в военные высшие учебные заведения пограничного профиля. Были проведены занятия на пограничную тематику, уроки мужества, экскурсии по международному аэропорту Чебоксары и тематические вечера. 28 мая 2016 года в посту пограничного контроля Чебоксары аэропорт состоялось открытие памятного пограничного знака, в котором также непосредственное участие принимали представители Чувашской республиканской общественной организации пограничников «Пограничное братство». На данный момент активно проводится работа в направлении по отбору кандидатов на военную службу в подразделения пограничных органов, а также для поступления в пограничные институты ФСБ России. Ведь целью каждого пограничника является передача накопленных там знаний, опыта, так называемого пограничного мастерства. Чтобы в последующем те, кто придут нам на смену, с гордостью носили зеленую фуражку и приумножали славные традиции пограничных войск и пограничной службы в целом. Спасибо. Пожалуйста, еще желающие. Уже, наверное, давайте мы начнем, наверное, с нашего президиума. Наверное, Григорий Михайлович, вам дадим, наверное, все как ветеранов. Соседом здесь слово предоставляется председателю Шурушинского отделения пограничного братства Сибиреву Егору Михайловичу. Можно? Можно. Да, отсюда. Да нет, не сидят, неприлично. Товарищ пограничник, во-первых, да, вот как предыдущий оратор, также продолжал поздравить, я тоже присоединяюсь к нему. Хочу поздравить всех с наступающим праздником службы безопасности нашей Родины. Пограничники, как сказал когда-то наш начинающий, или как Феликс Эдмундович Дзержинский, должны быть чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой. Правильно. Как Анатолий Борисович отчитался, что проведено в республиканском масштабе. Ну и мы тут в районах тоже не дремали, тоже занимались, значит, во-первых, началом весны в районе на празднике Победы пограничники нашего района, да и, наверное, я знаю, сосед у нас, Бакринский район, тоже очень активно участвовали на параде Победы в районе. Далее провели также 28 мая праздник наш замечательный, без происшествий в районе. И теперь у нас глава новый, хозяин района, и он вышел со своими сотрудниками поздравить пограничников, вручил грамоты благодарность. Мы тоже с своей стороны с помощью Анатолия Борисовича произвели награды пограничников. Да, работа, конечно, Анатолия Борисовича, я считаю, удовлетворительный, он работает хорошо, но некоторые вещи, я как посмотрел по интернету, некоторые вещи, конечно, есть, то, что на нас, на районных пограничников, не распространяется. Вот, например, есть награды с командующего Приволжско-Уральским военным округом. Тут это для республики, тут для Чебоксар распространяется, а для районов нету отличившихся в работе нашего движения. Пограничникам нет такие награды, нет таких поощрений. Поэтому хочу сделать замечание
Анатолию Борисовичу, конечно, это исправимые. И некоторые вещи, конечно, не только на конференции, и надо бы обсуждать советом нашего общества. Если мы в этот совет входим, то необходимо, наверное, посовещаться, кому какие награды, кому какие поощрения. Вот. Где мы больше проводим, например, я вот не пропускаем мы, вот Курнары не пропускаем Комсомольск теперь, не пропускаем Батырово, ежегодно в этих районах проводится турнир. Посовещавшись, мы тоже решили, пока не объявляем, но решили мы, это в районном масштабе еще с главой не решен, тоже какое-то мероприятие. У нас есть майор-пограничник, который встретил немецко-фашистскую армаду в чине майора, в звании майора, значит, в должности начальника, заместителя начальника по политчасти отряда, пограничного отряда. Тогда не отряд, как они назывались, комендатура, по-моему, назывались. Комендатура в западном пограничном округе. Такой Кожевников Сергей Александрович. Вот никак не можем найти его все данные, но мы знаем, что он майор, он погиб с ранениями, с ранами в госпитале Горника на шее. Это мы установили. Вот. Ищем такие вот старых пограничников, сложивших головы на рубежах нашей отчизны. Это тоже мы не упускаем. Собираем альбом фотоальбом нашей организации, деятельности нашей организации. И, как видим, здесь тоже Анатолий Борисович не дремлет, у него тоже альбомы есть, все есть. Ребята молодцы. И поэтому я согласен с мнениями Анатолия Борисовича, с поставленными задачами, но хочется опять-таки узнать, когда в Чебоксарах будут открывать памятник пограничникам нашей республики. Это раз. И, наверное, даже необходимо при открытии, наверное, со всех районов туда представителей в форме делегации, даже, наверное, 10, 12, 15 человек можно, наверное, построиться и при открытии присутствовать. Это необходимая задача должна быть, не только так, по объявлению. Это необходимо указать, с какого района сколько человек должны прибыть. Егор Михайлович, регламент. Все. Спасибо за внимание. Спасибо, Егор Михайлович. Так, значит, мы идем по порядку, значит, гости, президиум, теперь зал, пожалуйста. Пожалуйста, представитесь. Харитонов, Михаил, отчество забыл, пожалуйста. Ну, простите. Здравствуйте, с наступающим Новым годом вас всех. Всем желаю крепкого здоровья в Новом году, в семье счастья, чтобы дети радовали нас своими быть воспитанными и здоровыми быть. В этом счастье наших отцов. И хочу поблагодарить, тут есть непосредственно работающие в ФСБ, которые работают. Я недавно посмотрел телевизор, как наши сегодня ФСБ работает против терроризма и как она ловит преступников, бандитов, можно сказать. Спасибо вам за это. И там отражается внимание на том, что вот наше пограничное братство действительно может делать очень большое дело. То, что мы сейчас делаем и работаем, это то же самое против терроризма. То, что мы воспитываем детей, это я говорю как педагог, мы делаем очень нужное дело. Вчера смотрел телевизор, просто волосы устали, когда оппозиция говорит о том, что там про Зою Костодемьянскую, что он такая болела и тому подобное, обсуждать такие вопросы героев
наших героев Великой Отечественной войны начинают кого только не сравнить. И в этом духе вот именно мы, пограничники, должны сделать то, чтобы то, что мы говорили, им помнилось и воспитывались они в духе патриотизма, защиты нашей Родины. Вот это, самая, наверное, самая главная цель нашей жизни по сегодняшний день. Я тут хочу несколько предложений сказать вот в чем. Вот, Анатолий, хочу к тебе обратиться. Мы вот после этого едем в Досау, да, ведь? У нас в действительности нет зданий в Чебоксарах, где мы бы могли, например, по республиканскому масштабу работать с ребятами. Это имеется в виду конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, конкурсы, чтобы обхватить побольше детей. А то у нас сейчас кадетские классы есть, мы с ними встречаемся, но работаем одними, двумя, тремя классами, всей школы обхватить мы не можем. Поэтому есть вариант предложения, если вот ДОСАВ имеется в виду, нам даст какой-то кабинет, имеется в виду, и ДОСАВ, как бы там все люди ходят, и водители учатся, как бы подготовка профессии военных специальностей дает, и в этом ДОСАВ организовать какой-то, ну, такой зал, и чтобы наши дела, которые вот по интернету ставят, могли ставить там наши фотографии, могли выступать там наши кадетские классы, имеется в виду республиканские, там, по стрельбе, по разным прочим, чтобы у нас было одно помещение, именно в том же ДОСАВ можно будет договориться. Даже я в районе предлагал это, как-то у нас тоже нету те места, чтобы можно было собраться, где-то что-то можно конкретно проводить. В школу пойдешь, там тоже свои часы, свои, как бы сказать, уроки, и туда проникнуть и провести нам тоже иногда бывает трудно, и иногда бывает у самих времени не хватает, то, что мы работаем. Вот мои вот такие предложения, но по Батырскому району в действительности у нас 3 кадетских класса, в Тойсах 1 класс, и в Батыре 2 класса. В действительности мы стараемся по времени возможности с ними встречаться, они активно участвуют у нас. В этом году 28-го День погранвойск, когда отмечали, с концертом выступили наши кадетские классы, хочу поблагодарить им за это, конечно, хороший концерт организовали, и нам как было очень приятно, что кадетские классы воспитанные показывают нам, пограничникам, в этот день праздник. Еще что хочу сказать. Я очень рад, что наше пограничное братство сплачивается. Дай Бог, она скреплялась и умножалась. Ну, я не считаю, что 200, сколько вы сказали, там пограничное братство? 234. Я считаю, что у нас оно намного больше, потому что то, что мы проводим, это зарегистрированные, которые получили только удостоверение, а на самом деле у нас по району распределяется пограничных, наверное, намного больше участвующих в этих наших мероприятиях. Большое спасибо. С наступающим еще праздником. Всем крепкого здоровья. Большое спасибо. Слово предоставляется Кошкину Владимиру Петровичу. Я чувствую, вы готовы уже, да, Владимир Петрович? Владимир Павлович? Перекрестили. Валерий Павлович меня зовут. У нас он Валерий Павлович, все понятно. в честь Валерия Павловича Чкалова, который был депутатом Ясно. нашим по Чувашии. Все понятно, сейчас все понятно. Чкалова не стал, конечно, выступал в нашем Калинине. Отец слушал его выступление, залез на дерево. Космонавтом не все становятся, героями тоже, да? Но я рад, что службу свою связал с органами государственной безопасности. Вот здесь недавно выступил Батыровский товарищ. Я очень горд тем, что из Батыровского района очень много наших моих коллег. Я знаю, что на советско-китайской границе ваш земляк Геннадий Степанов геройски погиб. Вы знаете об этом, да? Слышали. Слышали, да.
Вот недавно мы выпустили второй номер Вестника Совета ветеранов органов госбезопасности. Я являюсь главным редактором этого издания. Следующий номер будет посвящен 9 мая. И мы хотим, чтобы целую полосу посвятить пограничникам нашим. И рассказать о работе пограничного братства. И в этом номере есть материалы о том, как мы провели мероприятие в Шумерле, второй республиканский смотр кадетских классов. Прошел там совместно с Московской региональной общественной организацией наших земляков, офицеров ВХСР Чувашии, сыны Отечества. Сегодня должен был подойти сюда Иван Николаевич Николаев, полковник, доктор военных наук, профессор. Мы праздновали тоже вместе с вами его 70-летие в Цивильске. Я посетил поселок Опытный, и там очень хорошие, добрые отзывы получил о наших пограничниках, которые провели такое же мероприятие, посвященное 90-летию Викторова Александра Григорьевича, уроженцу села Иваново Цивильского района. Он командовал войсками Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа. Александр Григорьевич часто к нам приезжал в управление. Он очень крепко, тесно дружил с нашим Александром Александровичем Конышевым, полковником, участником войны, также являющимся почетным сотрудником госбезопасности СССР. Затем он переехал, наш Конышев, в Ленинград, стал заместителем начальника школы КГБ, возглавлял Совет ветеранов в Ленинграде, сотрудников, бывших сотрудников органов КГБ. А Викторов был председателем Совета ветеранов войны, труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И вот в преддверии большого праздника мы встречались у генерала Сафронова Сергея Анатольевича в ФСБ, в управлении ФСБ, и там рассмотрели ряд мероприятий, в которых будем участвовать вместе с пограничниками. Вы наши коллеги, и у вас должна быть и была, должна быть и будет холодная голова, значит, горячее сердце и чистые руки. Нам вручили недавно медали, посвященные столетию ВЧК КГБ ФСБ. Вот она, эта медаль, и на обратной стороне действительно вот эти слова, они приведены. Дзержинский расписался. И это будет напоминать нам о том, что мы должны достойно встретить данный юбилей, и в том числе уже в 2018 году столетие погранвойск. И вот подарок кадетам бюст героя, обедом. У нас Сотникова Аделина, оказывается, правнучка героя Советского Союза Кочетова. Республиканский кадетский класс будет имени Кочетова официально уже признан. И мы вручили пока бюст из гипса, но планируем изготовить вместе со скульптором Нагорновым из бронзы. Так, приказано выжить. Наши вот погоны творить не мешают. Говорили о Чуваш-Сорме, да, Аликасе. В Чувашской Сорме Краеведческий музей организовал именно отец нашего генерал-лейтенанта Станислава Кирилловича Воронова. Он ушел в отставку, но продолжает работать у Сухого, где вот самолеты наши выпускают. Ну, он стал известным в Европе художником. Оказывается, погоны они творить не мешают. И я хочу сказать, чтобы можно было пригласить в Чуваш-Сорму его, он наверняка, вот если обратиться к нему, да, приедет парень такой толковый,
Да, мы его воспитали в свое время. И не знали, что он рисует. Некогда было ему, следователем работал, был. Затем он первым заместителем Следственного управления ФСБ России работал. Сколько было нападок по взрывам в Москве на него. Но он доказал, что это действительно террористы организовали. И вот товарищ напомнил, здесь педагог, да, пограничник, кощунственно заявляет с экрана телевизоров, что это чекисты, оказывается, придумали разоблачение террористов в Москве, в Самаре, ко дню ВЧК КГБ, да, ФСБ. Действительно, с ума сходят люди, профессорами работают в университетах, кого они готовят. И действительно велика роль наших пограничников, которые работают в школах, встречаются. Я помню, в Урнарах работают ребята, да? Открывали первый, наверное, пограничный столб там. Мы с полковником Тихоновым Владимиром Петровичем, он теперь работает в Московском военном институте погранвойск, участвовали на этом мероприятии. И мне рассказывают, как вы открывали столб, пограничный столб. Мои юные друзья из Калининской средней школы Урнарского района, дважды они заняли первое место в Москве. Смотрят, сколько у нас суворовцев, да, суворовских школ, этих нахимовцы, но они из села, девочки доят по 2 коровы, по 3 коровы, да, помогают матерям в селе. Вот они обыграли всех в России. Я хочу... мне рассказали они о том, что во время открытия памятного столба в Канарском районе, так, на погоны, зеленые погоны одного из пограничников, это кто был, Никифоров или старшина Михаил из Урнара, не знаю, но они с удивлением рассказали о том, что прилетела сказочно красивая птичка и села на зеленый погон. Это, наверное, душа Руслана Николаевича, а может быть, других наших пограничников, земляков, которые в Подобере погибли. О них мы забыли. В Чувашии 2 чуваша там участвовали. В Подобере, в Пакистане. Я об этом написал стихотворение, послал на конкурс стихов, посвященных столетию со дня рождения Константина Симонова в Республику Беларусь, и занял 2-е место. Да, по традиции, значит, мы сейчас слово дадим Никитину. Спасибо. Слово дадим Никитину Олегу Леонидовичу, члену Урнарского отделения пограничного. Прошу, пожалуйста, Олег Леонидович. Можете туда, можете здесь, пожалуйста. Давайте. Я хочу взять как бы эстафету от своего земляка, ну, можно без микрофона, так надо слыхать, Валерий Павлович Коткинов. Вот. И хочу поздравить первым делом, значит, с наступающим праздником. Пожелать всем доброго здоровья, успехов в работе, нелегкой, как говорится, общественной работе. Вот. А также хочу передать я привет и поздравления от Владимира Петровича Тихонова. Вчера я с ним разговаривал. Вот. Сам он не смог приехать и присутствовать на нашей конференции. Позапрошлый год здесь был, как бы. Вот. Поэтому просил передать поздравления и добрые пожелания. Вот. Что я хочу сказать? Вот Валерий Павлович зачитал нам стихи про Руслана, про Константинова Леонида Сергеевича. Я сам лично свидетель, как бы, Николай Алексеевич Кокарев. Действительно, вот как Валерий Павлович сказал, прилетела птичка. Было человек 70 на кладбище, служилась панихида. 4 батюшки приехало с Канаша, и 4 певчие были женщины. Народу, я говорю, человек 70, наверное, было
не меньше. И вот такое скопление народа, как говорится, и вот дикая птичка прилетела и села на соседний, как говорится, памятник рядом с могилой Руслана. Посидела на этом памятнике, и потом вот перелетела и села Владимиру Антоновичу, нашему председателю Урнарской общественной организации, как бы он тогда назывался, и называется она «Щит Родины». Вот. Села ему на плечо, и он так с ней еще типа разговаривал, говорит: лети, говорит, тебя папа с мамой ждут, говорит. А птичка вот сидела до тех пор, пока не кончилась панихида. А батюшки служили как бы панихиду и на чувашском, и на русском. Долго было, ну, где-то минут 40-50, наверное, было точно. И вот она сидела на плече. И вот фотография есть, как вот она сидит. А потом я с ним разговариваю, я говорю: Владимир Антонович, я говорю, как может птичка, ну, в смысле, он говорит, лети, тебя папа с мамой ждут. Я говорю, это май месяц, 25 мая, как раз вот приехали с Саратова офицеры-пограничники своего управления вручать орден мужества родителям Руслана. И вот такая вот панихида была, значит, и это самое. И я говорю, 25 мая, птица только садится на гнездо, еще птенцов-то нету. Я говорю, это взрослая птица. И вот такое вот чудо произошло. То есть вот можно думать всяко разно, вот, ну я как бы ответа этому не нашел. Вот, батюшка разговаривал, вообще как бы, ну, батюшка говорит, это, скорее всего, душа перевоплотилась, и вот так вот и действительно произошло. Потому что это уму человеческому, разуму как бы не подсудно это. Вот, действительно это было. Ну вот что я хочу сказать. Валерий Павлович тоже затронул. Это его родная школа, Калининская средняя школа. Эта школа, ну, я не знаю, в Чувашии больше такой школы, наверное, нету. По патриотическому воспитанию она, наверное, занимает одну из первых точек, как бы. Там, в этой школе, 2 кадетских класса, сейчас, по-моему, 1, старшие ушли. Так, кадетский класс, юные друзья пограничника, которые носят имя Руслана Желудкина, юные космонавты, юнги, потом юные альфовцы. Ну, короче, вся школа, все классы, что есть, они занимаются вот этим делом. То есть вот в глубинке, в селе вот такие вещи. И как бы честь и хвала Татьяне Павловне Ефимовне, директора школы. Вот она раньше как-то работала в пионер-вожатой, и вот оттуда, наверное, пошло. Как вот ликвидировались эти пионерские дружины, отряды, и вот как бы сейчас вот так вот пошло, значит, это самое. Ну мы вот... 2 пограничников воспитала она. Родила, воспитала 2 пограничников. Да, у нее 2 сына, и оба сына закончили Московский пограничный институт. Старший, по-моему, сейчас закончил службу, а младший до сих пор служит в пограничной службе, Федеральной службы безопасности. Вот. Я еще что хотел сказать. Ну, у нас проводятся мероприятия. Благодаря вот Юрию Анатольевичу Никифорову весной и осенью он проводит, как бы, ну, делает программу положения, разрабатывает и проводит весенние, осенние слеты юных друзей пограничников. Вот буквально недавно в Янкорчинской школе провели мероприятие слет юных друзей пограничников, где Анатолий Борисович тоже присутствовал, перейдет. Кокарев Николай Алексеевич с города, это наша 10-я школа, тоже приезжали, участвовали, принимали. Аликовский район, Чувашский, Сорма тоже приезжали.
тоже принимали участие. Поэтому вот движение как бы в республике, оно должно вот расти созиданием именно, а не тем, что вот какие-то вот напасти или еще что-то, чтобы не было такого, а именно вот было созидание какое-то. Я вот еще хотел бы, ну, работу, конечно, я хотел признать удовлетворительной. Нашей общественной организации в главе с Анатолием Борисовичем. Вот, и хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем, поблагодарить, значит, это самое Анатолия Борисовича, Олега Петровича Аванского. Вот. Мы в Урнарах нынче заложили фундамент под строительство часовни всем погибшим воинам. То есть возле железнодорожного вокзала, это как бы история поселка нашего, именно вот с железнодорожного вокзала начинается. Вот на будущий год, в августе месяце будет 100-летие, как вот первый пришел поезд на станцию Урнар. Вот. Хотелось бы, конечно, к этому времени, ну, круглой даты построить часовню, ну, не знаю, получится, не получится, это все как бы финансовые вопросы. Но я хотел поблагодарить Олега Петровича Аванского и Анатолия Борисовича Шорникова, а также этот самый, как его, наше дело руководителя Андрея Сергея Витальевича, вот, это самое, в том, что они помогли нам заложить фундамент. И я буквально вот, как говорится, кровь из носа, ну, думаю, вот до морозов, чтобы успеть, чтобы фундамент хорошо схватился, чтобы, как говорится, низкие температуры не повлияли, чтобы крепкий фундамент был. Вот, получилось. Вот, благодаря Олегу Петровичу Аванскому, фирма Старко, коммерческий директор, он работает. Он 2 раза выделил миксер для доставки бетона. О, наше дело Новочебоксарск. Они спонсоры, как бы, вот для Вурна Новочебоксарск это ничто и никто, как бы, ну, а тем не менее, они вот 6 кубов бетона они дали бесплатно. Это считай, вот первый, значит, рейс 6 кубов бетона мы за деньги взяли, 22 тысячи, и второй рейс 6 кубов бесплатно уже. Вот считайте, 22 тысячи, это просто, они как бы нам сделали подарок, спонсорскую помощь. Вот благодаря этому делу. Ну, я думаю, что вот так все получится. На этом я как-то заканчиваю. Спасибо, Олег Леонидович. Так, очередь зала, пожалуйста. По-моему, красный читали, немножко задержали. Пожалуйста, у вас кто-то будет? Трибуне выйдет? Так, пожалуйста, пожалуйста, трибуне тогда, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Осокин Юрий Александрович, председатель Новочебоксарского РО. Я сам вурнарец, родился в Вурнарском районе, часовой Калинина, это мать там училась. Живу я в Чебоксарах. В прошлом году на нашем мероприятии были высокие гости от руководства республики. Участвовал, поздравлял нас, говорил, что будет поддерживать депутат Госсовета Киев. Должен сказать, что новочебоксарский депутат у нас, от Новочебоксарска избирался, но никакой поддержки мы не увидели по Новочебоксарску. Я участвовал в выборах от партии пенсионеров. В общем, от главы администрации Новочебоксарска нам тоже никакой поддержки не было. В итоге партия пенсионеров написала заявление в ФСБ, и господин Бирюков, бывший глава, был привлечен к уголовной ответственности. Был снят. Сейчас новый у нас глава. Это Калиниченко Игорь Борисович, уроженец Украины.
Но дело не в том, что он там украинец или не украинец, как его там упрекают некоторые в этом, а в том, что та же политика, которая была раньше, также им продолжается. Хотя у нас была договоренность о том, чтобы открыть памятник в Новочебоксарске. Потом у нас была договоренность, что будет выделено помещение. Да, Калинченко после выборов прислал письмо, в котором отказал. А до выборов, значит, нам выделялось помещение. Вот почему-то вот какая-то политика в этом Новочебоксарске вмешивается постоянно в наши дела. Продвигаются совсем какие-то иные товарищества или общества, я не знаю. По городу Шумерли, значит, я был отметил 3 таких больших мероприятия, которые мы провели в прошлом году. Это, во-первых, значит, мы поставили памятник погибшему в Афганистане Антонову. Точно примерно такая же. Ходили сначала в военкомат, все, значит, говорили, все, да, давайте поможем и так далее. Но, честно говоря, ничего не получилось. Пустили шапку по округу и собирали мы деньги. Честно говоря, знаете что, после того, как мы это мероприятие провели, как такой огромный груз с плеча. Пришли, значит, люди, которые знали его, слезы плачут, понимаете, да, одноклассники. В общем, мероприятие прошло на таком уровне, что не только мы там хотели пиариться, а просто-напросто, когда мы во время автопробега подошли к этому памятнику, тронулись, оно уже качается, понимаете. Нам было очень стыдно, честно говоря, смотреть людям в глаза. И поэтому эту работу мы сделали. Это первое. Второй вопрос, значит, мы тоже, значит, в Лесных погиб пограничник. Вот когда зеленые береты приехали к нам с концертом, значит, мы с ними ездили, сопровождали их. Он, Анатолий Николаевич, здесь сидит, сопровождали, на каждом концерте были. И они нам обещали, значит, такую мраморную плиту с именем, фамилией этого погибшего пограничника. И в Суванах мы его открыли. Тоже было, знаете, аж сердце ныло, как говорится, когда мы увидели, что люди говорили, что сколько лет прошло, никогда мы не вспоминали. И дай Бог, что такое мероприятие мы будем проводить, там лыжные гонки проводили, каждый раз мы его будем проводить. Значит, третий момент, значит, это кадетская, значит, у нас конкурс кадетских классов в городе Шумерле. Я должен вам доложить, что уже, значит, на прошлом мероприятии было принято решение, кстати говоря, Николаев Иван Николаевич, полковник был, значит, по-моему, с его уст было сказано, что 8 мая 2017 года в городе Шумерле опять будет конкурс. Это великая честь, кстати говоря, что характерно приглашает туда, значит, только нас, пограничников. Мы во главе с Анатолием Борисовичем, ему огромное спасибо, мы там принимаем, мы в жюри сидим, помогаем, и все мы довольны. Это третий вопрос. И самый, наверное, такой вопрос, почему про него не говорить я никак не могу, это Сурский оборонительный рубеж. Огромная работа была сделана. По нашим подсчетам, где-то 40 человек дней мы там отработали. Но получилось немножко так, как вот в предыдущем выступлении говорил, что, значит, все, что сделано, кое-кто пытался все, значит, присвоить себе. Выиграли они грант 100 000 рублей. Он, опять-таки, Антон Николаевич, как вы знаете, на эти деньги они купили радиоаппаратуру, эту аппаратуру они используют где-то на концертах и так далее. А туда пройти к этому рубежу невозможно, потому что мы хотели там ветераны пригласить, а он там переходить не может. Мы говорим, не используйте немножко денег, не ждите, мы опять не будем по кругу посылать деньги. И так нам, товарищи, вот сидит Геннадий Николаевич, огромное спасибо, Комсомольской, Баттеры, и Шумер, из Чебоксара приехали, работу огромную сделали. Кто приезжает, все говорят большой палец, молодцы, здорово. Но мы не стали опускать руки, мы, значит, там сделали, чуть-чуть не закончили, знаете, контрольно-следовую полосу, систему поставили С-200, у нас чуть-чуть колючей проволоки не хватило, сейчас мы ее достали, значит, мы хотим, что именно на этом участке будет наша база, наш пограничный состав. Даже в Мышцах, если живо-здорово будем, даже наблюдательный пункт будем делать, чтобы все те, кто будут приезжать, осматривать наш труд, грубо говоря, это наш, в основном 90% наш труд, чтобы они поняли, что здесь пограничники не в стороне. Понимаете, таким образом я полностью поддерживаю. Да, конечно, многие только наблюдают, говорят, да, поможем. Начнем конкретно, ничего не получается. Ну,
понимаете, сложная работа, работа общественная, да, по карману бьет, ничего не говорю, собираем, делаем, но тем не менее останавливаться не надо. Сейчас основная наша задача поставить тоже в городе Шумерле памятник, над ним работаем, именно там, где нам хочется, это сквер Победы. Кстати говоря, когда была реконструкция, тоже мы по электронке пустили, значит, собрали деньги, и на реконструкцию этого памятника мы дали где-то 15 тысяч рублей, когда-то давно. То есть мы имеем право там проводить, в день 28 числа, там всегда горит вечный огонь, и мы над этим работаем. Вот у меня коротко все. Спасибо за внимание. Так, теперь, пожалуйста, выступающие товарищи. Да, пожалуйста, я еще извините, представьтесь кто-то. Цирис, пожалуйста. Активность, смотрим, следим за вами. Молодцы. Город Цивис, председатель пограничного братства Цивильского района. К сожалению, у нас в России, конечно же, очень много политиков, но очень мало государственных деятелей. Поэтому я считаю, что обижаться на это не надо. Мы сами их выбираем, сами их ростим, сами их как бы поддерживаем, ходим на выборы. Вот. Второе, наверное, дам совет. Госпожа Аршинова нам помогает сейчас получить подтверждение, что мы являемся, многие из наших членов нашего пограничного братства являются членами, пока еще не членами, поспешил. Хотим подтвердить наше участие в боевых действиях в Республике Таджикистан. Вот она нам очень сильно помогает. Я думаю, что с этим вопросом надо подойти к ней не как, конечно же, сторонник другой партии, а как пограничное братство Новочебоксарского отделения. И, пожалуйста, пожаловаться на действия вот этого данного депутата, который является политиком чистой воды. Да. Ну, она как бы выше рангом того депутата, который все обещает, а не выполняет. Вот. Она, во-первых, пожурит его, во-вторых, я думаю, на место поставит. И выделение помещений, вот у нас в Цивильском районе в этом сложности нету. Вообще, конечно, Цивильский район находится в таком месте, где почти все поселения пересекаются. Я думаю, можно найти и там штаб, если председатель будет не против, мы даже будем зачесть. Найдем помещение, я думаю, ну, это как бы деятельность. Еще, Анатолий Борисович, прошу, очень много стихов у нас, оказывается, и в честь наших пограничников, в честь боевых действий, в честь каких-то событий. Можно ли какую-то рубрику на сайте организовать, чтобы мы это могли прочесть? На бумажном носителе передали, а нас очень много, всем интересно. И певцов у нас очень много среди пограничников. Многие поют. Тоже нельзя ли эту рубрику такую вот музыкальную сделать? К сожалению, и сайт тоже, я не специалист по этому сайту. У нас был один сайт, он закрыт, он хороший сайт был. Сейчас у нас другой сайт. Сделал я в этом деле не специалист. Я попросил своего товарища, и как говорится, он мне помогает немного. Вот. Поэтому, если есть у нас специалисты по сайтам, давайте сделаем, какие проблемы. Этот сайт, все мероприятия это через меня проходят. Я ставлю, все это я делаю. Может быть, с моей стороны немного там ошибки могут быть. Но я, как говорится, если кто-то поможет, я рад буду. Мы вместе давайте сделаем. Если есть специалист по сайтам, действительно, с этим сайтом я один работаю. Поэтому можно сделать. Нужно это надо сделать, нужно делать. Спасибо, Анатолий Борисович. Это, конечно, я не говорил, я не имею права тебя упрекать. Но вот как бы вот так вот. Может даже и мы, если надо, какого-нибудь специалиста наймем, что ли, скинемся нас. Вон сколько много народу. Да, принимается. Вот. И в заключение хочу сказать, Анатолий Борисович, спасибо тебе, что ты привлек цивильский народ к такому вот движению пограничного братства. Спасибо за то, что ты у нас в Цивильском районе есть, поддерживаешь
приезжаешь в гости, не забываешь, приглашаешь. Твое участие в пограничном братстве, участие в нашей жизни и вот твой отчет, это, конечно же, удовлетворительно. Есть две оценки: удовлетворительно и неудовлетворительно. Ну, хочу поставить удовлетворительно с плюсом. Ты наша зажигалочка, ты наш энергетик. Мы тебя в Цивильске любим, всегда ждем. Спасибо. Спасибо. Спасибо за мнение. Слово предоставляется Филиппову Геннадию Николаевичу, заместителю председателя комсомольского отделения пограничного братства. Пожалуйста, Юрий Николаевич. Да, долго сидим? Я долго не буду выступать. Все нормально идет. На территории Комсомольского района у нас более 400 с лишним пограничников, которые служили в пограничных войсках. Но на сегодняшний день, например, вот тут сказали 232. Из них у нас где-то 14 человек только членами являются. Но есть база для работы. Но инициатива, она всегда наказуема. Когда мне сказали 3 года назад, будешь заместителем, ну, видите, у меня председатель всегда в отъезде, приходится всегда мне и вас встречать. В этом году в Комсомольской земле встретили вас, хорошо вроде организовали соревнования. Нормально? Всем понравилось, кто участвует? Да. Также в прошлом году мы памятник тоже так открыли в честь пограничникам Комсомольского района. В этом году у нас есть такая маленькая деревня, среди нас сидящих тут есть Леонид Алексеевич. Пожалуйста. Вот этот человек, он наш друг, боевой товарищ. И вот эта деревня, всего-то маленькая деревня, 60 домов. Около 60, говорим. Там 60 и нету. Ну там 51, 52. Ну около 60, говорим. Из этой маленькой деревни ушли пограничные войска более 22 человека вроде. 22 человека, да. Вот более 20, говорим, 22 человека, если точно быть. Вот по инициативе этого человека, нашего боевого товарища, в этом году мы памятный знак, ну говорим памятный знак для честь пограничников деревни Батланы Комсомольского района. Народу, конечно, много, гости были, открыли. Очень большое благодарность, как хочется говорить, Леониду Алексеевичу. В прошлом году мы тоже участвовали в издании или выпуске книги. Всего-то 100 экземпляров. Тоже вот по нашему району, например, это энциклопедия где-то в Чувашской республике, где-то он был, а для района это не был. Академик у нас Павел Николаевич Зайцев. Он инициативу на себе взял, ну, пограничное братство это поддержал, денежным выражением ему 10 тысяч мы выделили и выпустили 100 экземпляров книги. Это про тех людей, которые ушли на войну, кто не возвращался, кто был неизвестно где захоронен. Вот он сидел, вот это 400 с лишним страниц выпустил эту книгу. Мы львиную долю помогли его выпустить эту книгу. На сегодняшний день готовится другая книга, пока тоже в плане, скорее всего, этому же академику, ну, он историк, академик, там у него там званий у него очень много, человек такой активный, очень много в интернете это ищет, он много потерявших без вести, который находил людей. И хотим выпустить книгу про наших пограничников, которые отслужили погранвойсках Комсомольского района. Я же говорю, 400 с лишним человек. Инициатива группа работает, потому что у нас тоже хочется сказать, инициатива всегда она наказуема, Анатолий Борисович. Когда критику говорят, надо принимать и дальше работать. Мы очень рады, что у нас руководитель такой боевой товарищ. Большое спасибо. Так, уважаемые товарищи, докладываю, уважаемые делегаты, значит, мы в регламент укладываемся. Еще осталось где-то 28 минут. Сегодня и сейчас я слово предоставляю Яковлеву Александру Петровичу, председателю Красночитайского отделения. Пожалуйста. Во-первых, хочу поблагодарить всех с наступающим праздником и Днем Федеральной службы безопасности, то же самое. Я как председатель пограничного братства Каширского района хочу немного изучить свою работу. У нас 2016 год прошел вроде успешно.
как вот представитель Русского сказал, 450 человек, у меня чуть поменьше пограничных ветеранов, где-то 250 человек ветеранов, из них пока пограничных братств 22 человека. Ну, это просто сами, я думаю, какой-то вклад у нас есть, я думаю, в этом вкладе, я думаю, все-таки стараемся работать. Вроде у нас вот 10 сентября провели регистрацию соревнований в этом районе. Кто у нас участвовал, я думаю, спасибо всем. Я думаю, кто у нас, многие были здесь присутствующие у нас в районе, вроде провели успешно, вроде, я так думаю. Работа у нас вроде с администрацией, вроде мы связь находим. Хотя вот у нас сейчас, я думаю, надо, у нас все-таки сейчас из Единой России черкесские люди у нас сюда, черкесские люди, да, у нас председатель Госдумы стал, депутат Госдумы стал, да, я думаю, все-таки мы помощь должны. Статистику депутаты спрашивают, которые у нас депутаты стали, может какой-то помощь могут указывать нам. И что будет сказать? Мы должны, как говорят, совместно работать с администрациями, да? У нас все-таки помощь, вот кто-то жалуется, вот, сейчас, да, вот не указывает, да? Ну, я думаю, все-таки надо связь с ними держать, я думаю. Пока вроде у нас, когда считаем, пока связь есть, мы вроде, нас помогает, обычно многие стараемся вот какую помощь указывать. Так, что еще у нас? Сейчас у нас есть поселение от Питерского поселения стараемся в этом году, на следующем году памятный знак открыть. Вот столб у нас есть. Так, дальше по плану. Вроде так. В основном, я думаю, работу Антона Борисовича очень удовлетворительно. Я думаю, все, молодец. Вроде старается за всех нас, хотя ему тяжело. Но я думаю, у него все-таки нет помощников таких, которые ему помогали бы. Ему очень тяжело одному. Антон Борисович, вот все-таки все эти, которые мероприятия приходят, надо вот эти председатели надо созывать и все-таки, чтобы помощь была какая-то, понимаете? А то вот вы сами все решаете, а это очень тяжело. Вот на какое-то мероприятие председатель типа собрания, или что вот надо созывать конференцию, взять надо сделать. Так, понимаете? А то вы все сами все решаете, и очень тяжело вам. И вот насчет награждения, все это вообще решить вопрос. А то получается спонтанно все делается. Я один ничего не решаю. У нас есть правление, туда входит Сергей Андреев, Андрей Макар, Олег Иванский, Евгений Алексеев. Мы после каждого мероприятия, мы столько мероприятий проводим, всегда решаем на будущий развитие. Вот сегодня сделали национально, приехали, уже другой день куда-то уезжаем. Мы это уже все это решаем. Не говорите, пожалуйста, что я один решаю. Не я один решаю. Я как представитель говорю от правления. Поэтому получается, что я один ничего не делаю. Мы это решает правление по главе со мной. У нас есть сейчас ревизор. Анатолий Борисович, я извиняюсь, конечно. Нет, я говорю, для заключения дадим слово, да? Давайте так говорим. Председательно вызвать, председательно все это знают, какими мероприятиями. Что принимать? Я вас оцениваю на удовлетворительность. Так, еще раз вас с вашим праздником. Всем спасибо. Спасибо. Дадим слово предоставляется Кокореву Николаю Алексеевичу, заместителю председателя Канарского отделения пограничного братства. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, ну ладно, раз говорить. Поздравлять, конечно, надо. С Новым годом наступающим, начнем чекиста. Ну, немножко о канадском отделении. Правда, народу мало, там 5 человек только числится. Я считаю зампредседателя. У нас председатель очень сильно занят чем-то, поэтому редко бывает с нами. Ну, я хочу что сказать. Нас мало, но мы ежегодно проводим наш турнир памяти Живуткина Руслана Николаевича по гиревому спорту. Уже мы 6 раз провели в Канаше. Ежегодно в Канадском районе, в селе Очакск, где он родился, проводим соревнования по стрельбе памяти Руслана Живуткина. Цель школьников имеется в виду. Это уже у нас традиция стала. Спасибо администрации города и района, которые идут нам навстречу, разрешают нам эти мероприятия проводить. Ну, я больше сам работаю со школьниками, я работаю в школе, организатором БЖ. Я в школе создал отряд друзей пограничников.
Мы уже работаем где-то 6 лет, я с ними работаю. Ну, на всех слетах, юных людей пограничников мы участвуем с своими ребятами. Вот недавно мы ездили и в Бурнары на слет, Бурнарский район. Ну, что хочу сказать. Проблем много, конечно. Очень много проблем с выездом команды. Вот сейчас, уже после этого случая, который произошел, уже море приказов пришло, никуда не уезжать, ничего там не делать. То есть уже получается припомнить различные, только, значит, на транспорте, который там через ПАТР и так далее, а там денег надо немедленно, чтобы выехать. Если выезжаешь более 3 часов, надо иметь с собой медика, там, чего только нет для школьников. И получается, я не знаю, как будто специально все делать, чтобы никуда не ездить. Ездили в это лето на республиканские госзорницы и Орленок, там вообще как будто мы открыли кафе или ресторан, по 2 там поваров с удостоверениями. Аж неплохое условие должно быть, а как будто мы ресторан открыли. Санэпидстанция, по-старому говорит, каждый день проверял. И такое мнение у нас у всех руководителей, кто там был. Лучше никуда не выезжать. Дешевле нам обойдется, тут еще и штраф платит там. Ну, я не знаю, наше государство к чему стремится. Я вот не понимаю. Раньше мы выезжали на эти задницы района, все в полевых условиях. Нехай санэпидстанция нас не тревожила за 6 дней ни разу. А на сей раз каждый день приезжают. То одно проверить, то другой. Но мы учителя, с нас требуют удостоверения повара. Вообще непонятное явление. Это довольно республики. И получилось так, что вот руководитель, кто был там начальником этих лагерных сборов, сказал, я больше в жизни не соглашусь. Зачем мне нужно штраф платить? За что? Ну, естественно. Дошло до того, что сгущенку нельзя детям выдавать. А чем кормить детей? Мясо нельзя. Чем кормить детей-то на этих задницах оружия? Вообще непонятно, кто заявляет. Но, конечно, работы много. У нас в отделении тоже надо принимать людей. 5 человек на такой город, конечно, это маловато. Но будем работать. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, слово предоставляется Миронову Сергею Егоровичу, майору пограничной ВОЧ, члену Совета ветеранов ФСБ России по Чувашской республике. Пожалуйста, Сергей Егорович. Я хотел бы использовать этот момент, поздравить всех с наступающим праздником, желать, чтобы здоровья, крепкого, семейного счастья, благополучия всем. Ну, что хотел бы сказать я периодически, когда приглашают, я уезжаю тоже по школам, патриотическое воспитание, все эти, последний раз в Вальковской районной школе были, также там как раз юные друзья, то есть это самую кадетскую школу открыли, они в Шумле выступали, тоже хорошо выступили, но у них там головных уборов не было, поэтому снизили чуть-чуть оценку. Они еще там, директор школы тоже очень хорошо работает. Еще они хотят еще кадетское, это чисто пограничное будет. 24 будет, 24. Да, 24 числа. Значит, также пограничное братство, они решили, последний раз ездили, по-моему, не ездили, решили, чтобы это шефство, то есть пограничное братство будет кодировать, то есть курсировать их, и это шефство над ним помогать все это, то есть как шефство над ними будут. И также других мероприятий были, естественно, здесь очень большой вклад не только по пограничному братству, который республиканский в лице председателя Жодика Анатолия Борисовича. И также я бы хотел тоже внимание уделять те районы, куда выезжали, где они организовывали все это мероприятие. То есть очень хорошо было сделано. В Ибресевском районе мы там вообще сделали даже то есть и нарушители, там и костер, костер нам помешал дождь, конечно, потом с утра уже и физзарядку все, и ловили нарушители, учебно нарушители границы.
у нас Андрей Сергей там как раз вот он нарушителем был, вот, и то есть команды, то есть тревожные группы вот, выходили и искали, и, в общем, ну, нашли, конечно, хотя он чуть-чуть поддавался. Поэтому я тоже считаю, что работу считаю удовлетворительной. Но вот здесь еще по медалям, вот здесь есть, посмотрели, также же, вот, которые по столетию. Но это через ветеранов ФСБ, у нас Совет ветеранов ФСБ также, через Иркутские вот, выпускаются они, то есть будут выпускаться. Вот. По-моему, Анатолий Иванович там сказал 300 рублей, да? 300 рублей, вот, то есть за станок. Вот. Поэтому уже вы сами там посмотрите. Но также здесь вот, мы здесь не успели, там в газете, ну, в следующей газете будет, наверное, пограничная служба, где институт пограничного. Но здесь пока мы 10 штук, если какие-то школы есть, ну, Аликовскую я уже отвозил туда вот, здесь куда обращаться, вот, если в аэропорт можно, но конкретно здесь сейчас вот идет реклама по чувашской национальной программе есть, там идут по этим институтам набор. Если в школу будете, вот здесь 10 штук, еще будет, когда вот награждение будет, будем, давай, у кого в школах будут 10 штук пока. Вот. И, естественно, набор института пограничные начинается заранее, то есть уже набор идет, потому что потом идет уже все эти списки, комиссии, все, проверка, вы все знаете, да, проверка, что у вас тоже, которые даже погранвойска, когда все призывались, я сам срочно призывался и так не пошло. Вот. Всех проверяется, естественно. Поэтому работа не маленькая, большая, поэтому надо заранее уже в школах, которые уже выпускники 11 классов, если будете, уже вот, можно уже писать заявление, может через военкомат, но у нас даже есть, там, есть сотрудники по территориальным, по районам имеют. Так же, да? Да. Вот. Поэтому все. Ну, я сказал, я считаю вот, работу удовлетворительной. Спасибо, Сергей Егорович, спасибо. Так, слово просим представителей Брещинского отделения пограничного братства. Пожалуйста, представьтесь только, пожалуйста. Здравствуйте. Я представитель Бреста. Зовут меня Алексей Александрович Тимошкин. Я член оргкомитета организации пограничного братства. В этом году, в сентябре месяце, был брошен клич, и мы даже не ожидали, что столько людей у нас откликнется. Собрались в нашем парке славы 35 человек примерно, обозначили задачи, которые мы хотим в жизни. Начали с того, что мы договорились установить, по примеру наших соседей, урнарцев, комсомольцев, там и в Канаше, видимо, есть уже это, такой же мемориал или памятник пограничникам. И на ноябрь месяц мы запланировали закладку именного камня. 11 ноября мы очень организованно с приглашением Анатолия Борисовича Шорникова и с приглашением наших соседей, урнарцев, комсомольцев, которые приехали к нам на открытие, мы провели мероприятие, очень, по-моему, на достойном уровне. Мы заложили камень и сделали это как бы показательно для всего района, с приглашением всех глав, которые к нам пришли. Даже салютовали, получилось у нас. Для поселка это было значительное мероприятие. Мы дали слово, что мы своим памятником, который собираемся к 28 мая открыть, покажем, насколько мы сильны, наше братство пограничное, насколько мы организованы, насколько мы хотим, чтобы праздник День пограничника не был таким, от которого бывает нам иногда стыдно, когда наши солдаты, там, пограничники просто ходят пьяные, так будем говорить. И вот мы постараемся, чтобы это было все организовано правильно, устроено. 28 мая, я думаю, мы сделаем очень шикарный праздник по открытию этого мемориала или памятника. И, кстати, мы
заложили камень первыми, с чем согласилась наша администрация, о том, что здесь будет аллея родов войск. И мы первыми, значит, застолбили свое место. То есть администрация... Да, мы первые везде должны быть. И первыми застолбили место, и мы должны показать пример, насколько мы организованы, насколько мы можем это сделать. Вот. Пожалуйста, приезжайте, мы постараемся вас пригласить всех. Не 27-го? Мы посмотрим. У нас, я не председатель, я член оргкомитета. Вот. И хочу всех поздравить с наступающим праздником, днем ВЧК КГБ ФСБ. Для справки, я служил в Московском институте или Московское высшее пограничное командное краснознаменное училище имени Моссовета КГБ СССр 77-79 годы. Едя на эту конференцию, я надеялся, что, может быть, кого-то из тех, кто вместе со мной, увижу здесь. Но еще для справки. В прошлом году мы из 23 человек, которые призывались по последнему осеннему призыву в это училище, 13 человек у меня собрались. 13 человек приехали на встречу. Именно вот те, которые служили там. Все, спасибо за внимание. Мы хотим сказать, что и брестенцы достойно вливаются в ваше пограничное братство. Так, еще желающие, пожалуйста. Так, есть предложение прекратить трение. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Спасибо. Спасибо. Так, значит, слово предоставляется для заключения Шорникову Анатолию Борисовичу. Ответить на те вопросы, которые не успел, честно говоря. Он выслушал все, записал себе. Пожалуйста, Анатолий Борисович. Ну, уважаемый ветеран пограничники, все это то, что сказано, конечно, верно сказано, принимается. Мое предложение тоже, уважаемые пограничники, давайте раз в квартал, мы позапрошлом году, по-моему, на конференции даже об этом говорили, квартал раз хоть совместно с правлением, чтобы представители районных отделений вместе приезжали, где-то мы встретились и вместе обсуждали наши мероприятия, чтобы не было, допустим, Шорник Иван Зубович, один там решает, я один не решаю ничего. Я как один могу решить? Даже мы же вместе согласовываем это я вообще ничего один не могу решить, не имею права. Это мы вместе решаем, допустим, кому какие награды, там, грамоты, благодарности. Вот. А насчет мероприятий на будущий год. Давайте мы с вами согласуем, как в прошлом году. Каждому председателю я звонил, согласовывал, в каком районном отделении у нас будут какого именно числа. Почему? Потому что это наше мероприятие уходит тоже, наш план мероприятий, наш план мероприятий находится на 16 год. На сайте Юнитекса находится. Пожалуйста, заходите, наше мероприятие, если вдруг у нас с нашим сайтом что-то случится, как в прошлый раз или что-то, эти все наши мероприятия там находятся, там можно, как архив. Понимаете? Чтобы такого этого не случилось, и, как говорится, давайте вот это согласовывать и вместе также работать. Согласуем наши мероприятия, и я уже говорил еще раз, хочу сказать, в месяц не 2 мероприятия спортивных больших, а по одному нам надо согласовать для этого. Вот, кроме июля месяца, я уже повторяюсь, июль месяц, в начале первого воскресенья, суббота, это будет в Бурнарах, это у нас принято традиционно. В Бурнарах собираемся, у нас 5-й турнир пограничных боев, приезжайте все, ждем, приглашаем. А также в августе месяце у нас турнир памяти по волейболу, по рыбалке в Азамате 20-го, это 19, по-моему, первый герой России у нас августа погиб, Николай Валерьевич Смирнов. Вот в честь него мы, 19, сколько лет уже? 19-го. Да, 19-го. Вот в честь него мы, и Руслан Живункин тоже, он же тоже в августе, по-моему, вот, погиб в Дагестане. Подполковник Руслан Живункин. В честь них мы это организовали. А также я хочу отметить, что 3-й турнир в этом году прошел, да, ведь Цивильске,
турнир памяти по рукопашным боям. Вместе с десантниками мы проводим. В Тивинском отделении десантник в России и пограничное братство. Всегда мы это проводим. Больше всего, конечно, мне приходится мне самому одному ездить. Почему? Потому что меня там приглашают, я уж не могу отказать везде. И турист, чувашский турист нам кадетский отряд пограничникам, а также кадетам нашим выделяет сертификаты и путевки. Нам везде и всегда помогают только пограничники. Спасибо вам огромное. Он их нам скажет, ревизор наш. Вот. Огромное спасибо, уважаемые пограничники. Благодаря совместной работе, а также за то, что мы друг другу помогаем и проводим такие мероприятия. Одному, конечно, тяжело, все мы проводим согласованно, поэтому еще раз я хочу сказать, обратиться к вам, уважаемые ветераны, в квартал раз, чтобы кроме правления, это все согласованно, это все мероприятия проводятся, не один я решаю, еще раз повторяю. И квартал раз, мы же, по-моему, записали, что согласовать вот это, собраться, решить и согласовать с районными председателями районных отделений. Мы же это, где именно мероприятие проводится, мы же туда согласуем. Я лично вот всем звонил, у вас так, где активные пограничники, кому наградить, это все согласовано, ни один я решаю. Кому медали, вот это все, это и решение все. Спасибо за внимание. Анатолий Борисович, спасибо. Спасибо за все. Так, значит, мы с вами с первым вопросом закончили. Я думаю, что голосовать мы не будем. Сейчас мы слово дадим Филиппову Радиму Юрьевичу, нашему ревизору. Пожалуйста, Радим Юрьевич. Так, уважаемые товарищи, пока он еще готовится, давайте с вами, наверное, сделаем так все же. Были предложения признать работу нашей организации удовлетворительно. Есть другие предложения? Кто-то сказал даже хорошие, но обычно хорошие я вот никогда не слышал. Тогда я ставлю на голосование. Кто за то, чтобы работу Чувашской республиканской общественной организации пограничников пограничного братства за 2016 год признать удовлетворительной, прошу проголосовать. Так, спасибо. Против? Воздержался? Нет, спасибо. Тогда переходим ко второму вопросу. Пожалуйста, Радим Юрьевич, вам слово. Добрый день, уважаемые ветераны-пограничники. В этом году у нас проведено очень много мероприятий. Для этого мероприятия у нас оказана спонсорская помощь. ООО «Наше дело» в сумме 10 тысяч рублей. Финансовая помощь учителям. Да. По счету, в общем, перечислением 20 700 рублей. Израсходовано на хозяйственные расходы 4500 рублей. На медали израсходовано ООО «Бастион» 4540. ООО «Бастион» медали 5250 рублей. ООО «Бастион» медали 4000 рублей. И заведение счет касса обслуживания 2470 рублей. Всего 20 760. Дебет-кредит по нулям. Приход-расход. Соответственно, имеется там выписка из лицевого счета. Также активное участие спонсорской помощи было оказано ООО «Старко» Аванский Олег Петрович, ООО «Байкал» Иванов Владимир Ильич, ООО «Чуваши» турист Миронов Вячеслав Георгиевич, ООО «Наше дело» Андреев Сергей Витальевич, ООО «Попутчик» Петров Александр Аркадьевич, ООО «Георгстр» Петров Юрий Владимирович и ветераны-пограничники Николаев Олег Петрович, Михайлов Михаил, Петров Валерий Юрьевич, Архипов Александр Витальевич, Шагаров Анатолий Васильевич, Тарас Владимир Арсеньевич, Клетков Андриан Германович, Макаров Андрей Анатольевич, Михайлов Сергей Валерьевич, майор Михаил Андронович, депутат Госсовета Чувашии, Калмыков Илья
Шиазатовичем. Да, оказывали помощь. И, были израсходованы средства на фотобумаги, канцтовары, спортивные медали, кубки, удостоверения, продукты питания, бензин. На транспорт хода на сумму 68 573 рубля. На продукты 22 тысячи. И итого в общей сумме стали 90 573 рубля. Документы имеются. Чеки, квитанции, все здесь. Папки. Прочитать перечень, конечно, здесь много. На что все потратить? Владимир Юрьевич, я думаю, что не надо. Все знаем, я думаю, что у вас все документально. Спасибо за внимание. Спасибо. С праздником. Владимир Юрьевич, чуть минуту. Так, у вас какие вопросы будут, Владимир Юрьевич? Нет, я думаю, что нет. Тогда, наверное, будем с вами мы голосовать. Значит, утвердить отчет ревизионной комиссии, наверное. Так будем сказать. Кто за то? Да, я думаю, что кто за то, чтобы утвердить отчет ревизионной комиссии, прошу проголосовать. Пожалуйста, пустите. Воздержался. Против, воздержался. Нет. Спасибо. Пустите, пожалуйста. Так, значит, мы и со вторым вопросом завершили. Значит, обсуждение плана мероприятия уже Анатолий Борисович в своем выступлении сказал. Наверное, мы не будем на нем конкретно останавливаться, правильно, да? Он четко сказал, что нужно, значит, делать этот план сообща вместе с председателями районных городских отделений. Так, наверное, да? Мы сегодня ничего, наверное, нового здесь мы не скажем. Правильно, Анатолий, да? Наверное, так, да. И третий, по нему мы голосовать не будем. Четвертый вопрос у нас разные. Вот у кого что наболело, пожалуйста, я думаю, что здесь можно высказать. Здесь мы зафиксируем, скажем. В разных. Да нет, я думаю, кто-то в разных, кто-то может быть. Люди есть у нас скромные, выступлений нет, да, это, да. Насчет медалей вот здесь, давайте в разных поговорим. Мы здесь, мы когда посидели, вот наше мнение такое, здесь написано «За службу в пограничных войсках России». А я служил в войсках Советского Союза. Что, мне она не положена? Вот немножко вопрос возник такой для меня. Вот как быть в такой ситуации? Давайте будем обсуждать, думать будем и так далее. Я вот Советского Союза пограничник. Самый старший нам здесь был, кстати. Да. Ну все, я второе место занимаю. Так что, как вы считаете, как вы думаете вот этот вопрос? А? Кто может ответить на этот вопрос? Я не знаю. Защиту Отечества. Нет, товарищи, мы вот... Просто, может быть, ничего не надо писать. Минуточку, можно? Не Россия. Просто этот вопрос надо обсудить на местах со всеми членами пограничных прав по районам. Нет. Пока предварительно здесь можно. Почему? Можно? Давайте вот так. Вот вы все, наверное, эти медали посмотрели? Да. Посмотрели. Но вот наше мнение, тут в президиуме сидим, мнение вот этой медали, вот второй, где там даже с тыльной стороны написано «холодное сердце», то есть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Вот эта медаль с лицевой стороны, думаем так, должен быть надпись «Пограничным войскам КГБ СССР 100 лет». Или же вообще, если мы сами не будем заказывать, то ждать, пока пограничные войска ФСБ России издадут вот эту медаль. Какую они издадут, такую же можем мы, наверное, предъявить. Может быть, просто пограничным войскам 100 лет. У нас же ФСБ. Ну, по правде говоря, пограничным войскам не только 100 лет, если действительно сказать. Историк, пограничным войскам какой страны там, она обязательно. Может, пограничным войскам Украины. Непонятно. СССР, давай. Непонятно. Еще там там стоит пограничник, собакой, да? И этот рисунок, вообще эта фотография взята
пограничников запаяли. Как бы потом за плагиат нам не предъявили иск какой-нибудь. Автор вот этого скульптуры. Так что здесь... Почему запаяли? Тут они не в... В интернете есть этот памятник, установленный. Но не только там. Такие памятники и у нас. А у нас в России, в Центральной России тоже. Что там за граница? Да, Там какой? Какая? Ну, примерно такая же. Да, пограничник со столбом. За отличие в охране государственных границ то же самое почти что рисунок, барельеф медали такой же. Я присягу принимал СССР. Совершенно верно. Многие, и мы тоже. Я тоже. И вот, Советскому Союзу говорил всегда. да, совершенно верно. Но однако ж, тут и Россия, которые присягали, есть пограничники. Наверное, я думаю, их малое количество пока что, но есть. Но они, наверное, не против, если... Ну, конечно, надо и, наверное, и России тоже делать. Два вида, но с той же надписью. Общая. Вот к единому мнению надо подойти тогда, товарищи. Давайте на местах. Давай, Юра. Сегодня мы не решим, конечно. Товарищи, если говорить о юбилейной медали, о юбилее, да, то это юбилей органа, да, так ведь не государство же, а органа, поэтому в принципе, войскам, не только да, именно войскам, да, пограничные органы я имею в виду. У меня вот в характеристике написано в пограничных органах с такого-то года. У меня в характеристике так написано. Вот, и поэтому, раз это отношение, в принципе, не имеет конкретно, да, не уточняется там государственно образующее или не образующее, я считаю, что пусть будет написано, что вот КГБ, это ведь все-таки 100 лет именно. Да, именно 100 лет КГБ. Поэтому 100 лет КГБ, а России там, или СССР уточнять-то к чему? КГБ, Россия же правопреемник СССР, правильно? Вот, поэтому уточнение со мной не нужно. Пусть оно будет написано, что КГБ 100 лет, вот и все, потом войскам. Да, и так, наверное, лучше будет, да. Так, в общем, я считаю, что, значит, конечно, мы к единому мнению сегодня не придем. И тем более, мне кажется, эти медали будут выпускаться на уровне государства. Да? Мы же российские, правильно, да? Мы же не можем так говорить, вот, нам это не нравится. Да. Как делать, мы, по-моему, дожидаться будем, наверное, так, да? Наверное, так, да. Я думаю, что, но для размышлений есть почва, действительно так, да. Я думаю, что... Я считаю, что, значит, вот наши основные вопросы повестки дня исчерпаны. Анатолий Борисович сейчас, наверное, будет вручать удостоверение. Где он там? Там вышел. Антон Борисович, куда бежал? Принял. Анатолий Борисович, мы сейчас основные вопросы мы исчерпали. Я думаю, что мы сейчас тебе дадим слово. Наверняка будете вы сейчас вручать удостоверение, награды и так далее. Я хочу сказать огромное вам спасибо за активное участие в нашей конференции. Огромное спасибо. Я думаю, что все предложения здесь мы успели записать. План будем делать сообща вместе. Дальше продолжать работать дружно, помогать друг другу. Как говорится, мы все соседи, в одной республике живем. Как говорится, всегда дружно. Пограничники никогда друг друга не бросали. Всегда бок о бок, всегда вместе они были. Пожалуйста, Анатолий Борисович. Разрешите зачитать благодарственное письмо Чувашской республиканской общественной организации пограничников «Пограничное братство». Уважаемые ветераны-пограничники, выражаем вам признательность за добросовестный труд по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Чувашской республике. Поздравляем вас с Днем работника ФСБ России. Желаю здоровья, благополучия, успехов в пропаганде лучших традиций пограничников и сплочении ветеранского движения.
Председатель Совета ветеранов Эмиль Алексеевич Ургалкин, 17-12-16 года. Служим развитию Федерации боевого пограничного братства. Такое же благодарственное письмо. Уважаемый Анатолий Борисович. Текст тот же самый, подпись есть, печать на месте. Служим развитию Федерации боевого пограничного братства. Аванский приглашается Олег Петрович. Уважаемый Олег Петрович. Я здесь. Нашего ветерана. Наше признание за ваш труд. Андрей. Сергей Юрьевич. Есть? Есть? Бороду можно сбить, а умище куда деть, да? Или судья. Евграфов Владимир Петрович. Он чувствует, здесь не поэтому. Никитин Олег Леонидович. Пожалуйста. Волнавский район. Культура, герой журнала. Илья, пожалуйста. Харитонов Михаил Миронович. Поздравляю. Петров Олег Юрьевич, служу пограничному братству. Николаев Олег Петрович. Степанов Борис Витальевич. Награждается Яковлев Александр Петрович. Если проходит через наши сердца. Приглашается Коколев Николай Алексеевич. За ваш добросовестный труд на военно-патриотическом воспитании. Очень приятно. Ачаксан, Янгричен и другие наши ветераны. Филиппов Геннадий Николаевич. Служу России боевому пограничному братству. Комсомольское отделение. Киргизов Леонид Александрович. Алексеевич. Инициатив маленькой деревни, вот он инициатив. Надо написать его в газете, сколько героев. Шемушинское отделение. Сетриванов Егор Михайлович. Старый чемпион был 10 лет Урок Отечества.
Город-герой Жумерля. Поздняков Виталий Семенович. Ему очень повезло с головой класс. Здоровье он. Ему очень понравился. Да, Семен, поздравляем. До России и по братству. Сколько саженцев На ней лично я один, а всего Сирийское отделение Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства. Алексей Гаврилович Данилов. Да? Ушел. Окей. А есть сирийская никого нет, да? Один был. Вот нашим действующим пограничникам тоже можно. Так, Чебоксарского района тоже. Ветераны есть, пожалуйста, ветераны. Из Чебакова был Иванов Владимир Петрович, генерал-майор службы внешней разведки. Это, да? Да. Вы знаете, да? Хорошо, спасибо за внимание. Ну, здесь еще у нас председатель Совета ветеранов ФСБ, вот, Эмилий Алексеевич, а также здесь поздравляет пограничное братство. Вот здесь, если там пойдет вверх, почитайте, здесь написано. Виталий Павлович, есть что сказать еще? Так, есть. Спасибо за ваши внимание. Итак, У нас честь и привет уважения вручать были у нас вступили тоже, в этом году, я же говорил, 34 пограничных, 30 пограничников вступили в наши ряды. А Архипову Александру Витальевичу вручается собственное отделение. А также ему вручается медаль за службу в границе. Он активно помогает, спонсирует пограничное братство. Поздравляем! Шамбуль Александр Васильевич. На работе на Джирбусе. Александр, вот газета еще, вот этот, медалиста. Газета. Да, медалистом газета. Держите. Вот ветеран, укрепил России, будет ваш медалист. Так, на Джирбусе. Медаль тоже вот. Приедем, он как раз на здании у меня, где я работаю, на Джирбусе, на Джирбусе. Приедем, поздравлю. Так. Нашим ветеранам у нас в нашей ряды, ему больше 60 лет было. Федосееву Петру Викентьевичу 60 лет было, ветеран. Из Чебоксарского района. Поздравляем. Давайте, спасибо. За то, что участвовали в нашем мероприятии. А Носка, Носка, не держи. Носка, аккуратно работает, тепла. Вот. А также из Чебоксарского района Родионов Илья Иванович. Так.
Федосеев Виктор Викентьевич, он также касается долг и честь, я забыл получить, долг и честь. И Рудов Илья Иванович направил ко мне, направил ко мне. А также знак Бог здесь вручается Богову Алексею Федоровичу. Он всегда у нас имел честь. Сегодня будем сейчас этот всех приглашаем, просим. Ветеран Афганец. Радостно встречаем. Сегодня все приходите в гости, у нас будет стол накрыто. А также грамотами за активную работу награждается грамотой ветеран пограничного Комсомольского района Чувашской республики Кузнецов Михаил Петрович за поддержку боевых и пограничных позиций по Широкам, Подольского воспитания возрастающего поколения. Также грамотой награждается ветеран пограничник села Чебакова Якутского района Чувашской республики Михайлов Виталий Михайлов за поддержку боевых пограничных и большой вклад Подольского воспитания возрастающего поколения. Он инициатор установки силы Чебакова, я уже говорил. Отец уже ушел. Награждается ветеран пограничник, член Комсомольского отделения производства Юманов Николай Алексеевич. Он будет благодаря вам. Он нам всегда помогает, участвует в наших мероприятиях. Уважаемые товарищи, я напомнить хочу, просьба не разойтись, фотографии на память будем делать, да, только да. Здесь. Сейчас мы... На этом конференция считается закрытой. Всем огромное спасибо за участие. Теперь фотографии. Все, пожалуйста, сюда. Спасибо всем. Мы давай перейти.
Там за сопкой вдалеке ночь рассветом стала. Просыпается страна, лишь не спит застава. На границе день за днем важная забота защищать покой страны. Трудная работа. Застава, 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 ты другом, товарищем стала. Нам выпала честь охранять рубежи, покой и просторы страны. Провожает вечер в путь, день прошедший новый. Можно, братцы, отдохнуть, спеть мотив знакомый о друзьях и о любви, о родимом доме, о цветах, что расцвели.